Да нифига ты не Gen X, ты бумер. Ты бумер. Точно говорю, ты бумер. Ты бумер. Ты бумер. Черный бумер. Which is okay. А он был тот еще арбузер. Мой батя кого-то убил, он в тюрьме YOLO. Взрослым самое лучшее, дети свое и сами урвут. Underground culture, весь такой, как бы, творчество пиздота. Я правильно поступал или неправильно я поступал? Ну, ты очень специфический человек. Я была под 7 замками. Я не подозревала, что вообще можно куда-то уйти. Это вот она мне отравила всю жизнь. Ты иногда такой нелепый. Не обязаны там дети содержать родителей на пенсии. It's okay, он не бизнесмен, бизнесменом буду я. Мама Слушай, чуть более талантлива, чем ты. Если бы меня мама Языков. заставляла, то я бы сейчас был бухгалтером. Crazy ideas. Постоянно в телефонах, но при этом никогда на него не дозвониться, не дописаться. Идея, чтобы мы привезли ребенка из Руанды. Достойно. В моем детстве было полно какого-то ОМОНа, полно каких-то дубинок, убийств с тюрьмы. И мы спросили, это вы действительно про нашу дочь? Ты технологически недоразвит. Ты не в состоянии перегрузить рутер. Для меня ты как глава семьи, я согласен. А у тебя просто синдром самозванца. И мне не хватило языков. Говяжьего, свиного. Это бред сивой кобылы, и мне поджопника таки дали. Посмотрим, как дойдет до наследства, конечно. Там Я вопрос обещаю вам, интересней. что я свои долги вам точно распишу. Ты просто дива. На столе всегда порядок, да, должен быть? Отец, вот он пришел, сказал, сделал в костюме тройки. Если не в костюме тройки, то кто он вообще за отец? Он что, не бизнесмен? Если, не дай бог, вы будете друг на друга стучать, То второй вас прирежет. Молодец. Тема нашей программы: являются ли дети цветами нашей жизни? Вот я вам скажу, зависит от истории. Например, одна история — это когда мы были на гастролях в Эстонии, и нам пришла фотография, где наша младшая дочь лежала на носилках, закованная вот так в какой-то корсет, потому что она упала с лошади. Так бывает, дети падают с лошадей. Ты ничего не можешь сделать, ты находишься в это время на другой стороне континента, ты не можешь прилететь, чем-то помочь, приободрить и так далее, ну или пережить там инфаркт уже там. Этот набор хорошего, плохого, грустного, веселого, и поэтому сегодня та программа, которая, наверное, может произойти один раз в карьере этой программы. Ко мне в гости придут две мои дочери, Маша и Дана. И мы обсудим с ними, кто из нас кому что должен в этой жизни. У нас здесь мука, яйца, белок, сливки. Понимаете, да? Будет что-то мучное. Но это что-то мучное — это кайзершмарн. Это на самом деле десерт, который является в Австрии очень популярным. Удивительно, что он не попался нам раньше. По легенде, его придумал повар для императора Франца Иосифа. Произошло это в 1854 году. Это достаточно несложный десерт, но на самом деле он вот дарит какое-то такое зимнее тепло и очень-очень-очень располагает к такому разговору за чаем или кофе. Поэтому, собственно говоря, мы сразу к нему и приступим. Где же аплодисменты? Вот какие громкие аплодисменты, ребята! Да, это они. Знаешь, что мы готовим? Что? Расскажи. Кайзершмарн. Пауза, все недоумение, да. Но это вот она мне отравила всю жизнь в Австрии, и потому что она ела каждый день новый кайзершмарн. Поэтому она и будет сейчас это все смешивать. Нет, история более драматичная. Давай. История была в том, что мы ели в каком-то ресторане, и подруга Николая сказала, что вот я нашла такое замечательное блюдо, кайзершмарн, его надо попробовать. Кайзершмарн переводится что-то типа Emperor's Scrambled Pancakes, то есть как бы взбитые блинчики императора. И по факту это просто блинчики, которые дважды пожарены, взбитые, но Почему я переведу это как калории на калории. Вот и Ты все. нас позвал в передачу. На кого смотреть? На тебя? На меня, я на вас, а вот это сюда ты смешиваешь все. Все, так Ты скажи, начинай что готовить. смешно.
Рецепт вот тебе: мука, сахар, желток, сливки. А ты не хотел бы мне, например, венчик электрический, да? Есть. Для начала. Но это же тесто. Мы взбиваем сначала тесто просто венчиком, забавляешь сахар, молоко, соль. Потом отдельно взбиваем белки. Потом их вмешиваем туда. Сахар, молоко, соль, окей. Да. Ну, все просто. Ну, я бы чуть пудры добавила в белок. Пудра только на украшение идет. Мы тебе можем помочь посолить. Не знаю, я всегда не досаливаю, Николай всегда пересаливает, так что Это мало. вот о чем стоило это Еще казать. чайную ложку. Да не верю я твоему количеству соли. Вспоминаются времена, когда мы по очереди готовили каждую неделю. И там были, конечно, Не знаю, ты в последнее истерика. время рассказывал какие-то истории, и мне такое ощущение, что я детство вообще не помню. Да. Вот что вам должны были родители вообще? Например, сказать, что готовить с распущенными волосами очень негигиенично. Ну вот. Негигиенично готовить с распущенными волосами, понимаешь? Спасибо, сеточку принеси. Родители должны бы привить какой-то здравый смысл детям. Просто здравый Чего у смысл. нас не получилось. Что нас раздражает? Что мы как-то вот так, мы умудрялись иногда сплотиться вдвоем против тебя, и, возможно, тебя это обижало, например. Да, и вы демонстрировали это типа какой-нибудь испанский стыд. Вот это. А, ну блин, ну не слышал свой английский, ну камон. Когда мы были маленькие, всю жизнь было мото «взрослым самое лучшее, дети свое и сами урвут». Да. В общем, вы понимаете, да? Ну я смешала уже, что ты после меня еще раз смешал. смешаешь? А я так просто выпиваю. Теперь надо взбить вот это миксером. Наконец-то электрический венчик. Да. Я дам минутку советов. Белок лучше всего взбивается в стеклянной посуде. Посуда должна быть сухой. Если там есть чуть воды, он недостаточно забьется. Можно добавить чуть-чуть соли. Тогда взобьется еще лучше. Если нету соли, уксус тоже подходит. Ребята, записываем. Я могу пока сказать, что раздражало меня в нем. Давай. Невероятное упрямство во всем. Споры бесконечные. Какое-то просто или мое мнение, или ничье. Вот с этим были проблемы реальные. Ну, оно так и осталось. Осталось? Ну, чуть-чуть получше, но... Так, отлично. Убираем миксер. На столе всегда порядок, да, должен быть. Так, вмешиваешь белок вот сюда. Что тебя раздражало во мне? Учитывая, что я почти все свое детство провела в Англии и пошла в школу в Англии, и отучилась в Англии, в университет пошла в Англии, у меня достаточно быстро перестроилось мое мировоззрение, и Николай для меня всегда был достаточно таким underground culture, весь такой как бы творче пиздота. И для меня это все было немного на каком-то отрицании. Меня раздражала именно вот эта его творческая составляющая. Я считала, что папа, он должен быть таким вот это отец. Вот он пришел, сказал, сделал в костюме тройки. Если не в костюме тройки, то кто он вообще за отец? Он что, не бизнесмен? Вот это меня раздражало, но с возрастом я поняла, что it's okay, он не бизнесмен, бизнесменом буду я. Я думаю, что мы, в принципе, пытались с Даной принять тот факт, что наша семья очень большая, кстати говоря, все очень творческие люди, ко всем нужен особый подход. И когда ты сам пытаешься как-то вообще найти себя в жизни и вообще понять, что ты хочешь делать, тут просто со всех сторон какие-то там характеры, какие-то персонажи. Николай один из них. Вот. И я думаю, что вот то, что она примерно пыталась сказать. А между собой у вас какие были терки? Ну, я всем говорю, что Маша — это моя edgy sister, она моя тоже творческая личность в нашей семье. Я, наверное, самая нормальная из нас всех. Потому что Маша графический дизайнер, Маша тоже училась на искусство, и мне всегда казалось, что у них какой-то свой определенный клуб творческих людей, а я же все-таки экономист. А что вы во мне любите? Что мы в тебе любим? Ну, надо же хоть какой-то, как-то это все. Я люблю какое-то, что ты не боишься заявить о себе, не боишься все делать с какой-то с определенным уровнем уверенности. И я всегда брала пример с тебя в этом плане.
потому что надо иметь характер и надо иметь смелость, чтобы заниматься творчеством и театром. Если вот про нас с Даной, то это не наш самый любимый прям, скажем, метод выражения себя, но моя мама актриса, и я вообще, в принципе, из такой актерской семьи, поэтому театр, он всегда присутствовал. И как-то к нему все-таки надо было относиться. Я вообще ненавидела театр всю свою жизнь, все еще ненавижу театр, вообще не понимаю, как так И при этом получилось. работаю. У тебя масло подгорает, есть у меня ощущение. Нет, не подгораю. Отчасти, я думаю, это была какая-то детская ревность, потому что очень много вы уделяли этому времени, и мне всегда казалось, что это какой-то еще один ребенок в семье, не особо желанный. И оно, скорее всего, из этого шло. Да, надо сказать, что вы как-то противились ребенку еще одному, причем жестко. О, да, нет, в свое время, когда были планы на еще одного ребенка, я сказала, что если он появится, я уезжаю жить к отцу, вы меня больше не увидите, потому что концепция перестать быть самым младшим ребенком, она была сродни какому-то ужасу. Ну, надо понимать, что у меня еще есть сводный брат, ребенок моей мамы, у Даны есть сводные Ну, я их братья. не особо считаю какими-то вот прям братьями, я считаю, что это какие-то дополнительные родственники, где-то там далеко. Поэтому, когда Маша сказала, что у нас большая семья, я думаю, нет, нас 4, и в принципе на этом все. Я живу в одном из самых крутых городов, наверное, даже в самом крутом городе мира, где просто 70 концертов в день может быть. Понимаете? Это не город, а это безумие, это Вавилон. И вот я разговариваю с белорусами, которые жили в конце десятых в Минске. И они мне рассказывают какие-то чудеса. И у меня ощущение, что я пропустил что-то важное. В Минске важное? Как я мог это пропустить? И что там вообще было? Скажите, а что родители вообще обязаны? Чем должны? Мы с вами как-то никогда не говорили на эту тему. Лошадь. Просто лошадь, все? Лошадь. Каждый родитель должен дать ребенку лошадь. Родитель должен объяснить ребенку, что делать после университета. Потому что дети, они в университете, они все еще дети, но это обязательно нужна какая-то помощь, потому что очень многие подростки, там, да даже уже люди, которые, там, которым уже 18+, они все еще чувствуют себя потерянными, просто из того, что я замечала и видела. И очень важно, даже несмотря на то, что ребенок уже взрослый, все равно нужно давать эту поддержку и как-то направлять в какое-то определенное русло. Не знаю, мне кажется, в последнее время особенно я очень поняла, насколько отличается концепция ребенка в зависимости от страны. То есть в Америке, например, мне кажется, люди, они в 30 лет считают себя детьми, и на самом деле rightly so, потому что ты познакомишься с 30-летними американцами, и такой, господи, этот человек, он понимает, что жизнь, она уже как бы началась. Слушай, ну в Америке и в 16 лет уже все из дома. Вот, и в этом отчасти проблема, что как бы люди, они начинают вырастать сами по себе без какого-либо guidance родителей, и поэтому то, что Маша сказала, даже не столько университет, сколько вообще родители должны помогать детям понимать, что такое жизнь. Как бы жизнь вне образования даже, а жизнь ну, да, в целом, это правда, но вопрос еще же в том, а как, да, когда ты начинаешь говорить, там, что нужно делать после университета, то это получается вторжение в ваш выбор. То есть вы же сами должны как-то себе выстраивать свой выбор. Все равно надо относиться с пониманием, надо относиться с каким-то, ну, как бы вот если нужна помощь, то мы как бы здесь, там, готовы дать тебе совет. Все такое. Потому что я наблюдала очень, ну, как бы я сама чувствовала себя в какой-то степени разбитой после университета, но это плюс еще какие-то личные ситуации там в то время происходили. Но это очень важно, поддержка не только когда там ребенок маленький подросток, но и дальше тоже. Вот смотри, мы когда уезжали, Дане было там 10 лет.
Мы приехали, и она в этот год 10 месяцев не училась. И мы такие с ужасом на это смотрели, думаем, блин, что там будет дальше. И сестра Тома Стоппарда, Фиона, сказала: послушайте, это будут самые важные 10 месяцев ее жизни. То есть вот то, что она увидит, услышит, узнает и так далее. А она все там что-то готовила нам чай, ухаживала, потом начала заключать контракты там на интернет, на газ и так далее, и так далее. Взяла на себя часть функции, да. И тут получается, что вроде как это была наша обязанность давать это ей, потом как ты приехала, и тебе. Но получилось, что уже было чуть наоборот, да. И тут получается, что мы как бы никакого алгоритма-то нету. То есть вот такого, что там, вот, да, там, ты обязан. Ну вот ребенок взял на себя обязанность и делает это. Что обязаны мы? Родителям. Родителям? Что-то обязаны? Ну, что там, воды поднести при смерти? Какая-то такая история. Нет, я недавно поняла, вот... Тушеные рыбы. Это на потом. Мы с мамой недавно где-то были и на какую-то тему ругались. Она что-то мне сказала, и я про себя подумала: капец. Ну, то есть она забыла, что мне не 12. Она не имеет права со мной разговаривать так, как будто мне 12. Мама, если ты это слышишь. И это очень интересно, я для себя подумала. То есть ты никогда не перестаешь быть ребенком, но в какой-то момент вы уже становитесь двумя взрослыми людьми, которых связывают семейные связи. И это очень важно иметь в этот момент трансформации и взаимного уважения, что да, ты ребенок, но при этом ты самостоятельная личность, мнение которое нужно уважать, и не обязательно отрицать и считать, что право возраста делает кого-то лучше или хуже. Я вас, может, удивлю немножко, но по белорусскому законодательству дети должны с возрастом содержать своих родителей. Да быть такого не может. Да. Какой это закон? Назови мне указ. Когда они становятся, ну я сразу, да, говорю, когда они становятся дееспособными, то есть уже сейчас. Ну да. Все равно хочется, если есть возможность, то почему бы не помочь? Если нет возможности, то как бы, да, я согласна, что не обязаны там дети содержать родителей на пенсии. Ну вот смотри, у нас с Николаем есть знакомая, она из достаточно традиционной казахской семьи, и ее племянник искал невесту недавно, и мы что-то с ней это обсуждали. Она мне рассказала весь этот семейный строй, когда все новые жены, они как бы не могут сидеть с главой семейства, и что там целая иерархия, как бы в зависимости от того, кто когда на ком женился и так далее. И что все должны кланяться вот старшему человеку в семье. И я думаю, для меня это было непонятно на самом деле. То есть я уважаю все традиции, но я понимаю, что возраст не дает никому никакого преимущества в их социальном статусе. А если бы ты родилась в той среде, то, возможно, это было бы твое право. Связано. То есть, и я у нее спросила, вот, например, ты так уважаешь образование? Я у нее спросила. А если бы ты встретила какого-то совершенно безработного человека, который ничего не добился в жизни, но он старше тебя, ты бы все равно его уважала? И говорит, да, потому что он старше меня. И вот я считаю, что это неправильно. Потому что это просто другой культуры коды. Это код другой культуры. Возраст ничего не дает. То есть, мне кажется, важно, чего ты добился в жизни. То же самое с родителями и детьми. Важно, что ты дал, важно, какие у вас были отношения. Просто сам факт рождения, сам факт возраста и старшинства, он вообще никакой для меня роли не играет. Ну, это зависит от традиций твоего там, рода, семьи. А у нас, в принципе, как бы наш род достаточно такой, наверное, с нетрадиционными скорее какими-то взглядами, может быть, потому что люди очень творческие, хочется самовыражаться, никто не хочет никого закрывать в каких-то рамках. Поэтому, естественно, успех — это важная часть, допустим, нашей семьи. Это то, что мы считаем важно. Но я прекрасно понимаю, что есть семьи, в которых там забота друг о друге важнее или что-то такое. Я переставлю в духовку. Вы представляли себе, что у вас будут дети? Конечно, представляли. Конечно. Да, я хочу детей. Ого. Сколько? Неожиданно. Ну, хотя бы одного, но я думаю, где-то 2.
Дана должна стать тетей. Я буду хорошей тетей. Я буду та сумасшедшая тетя, которая приезжает откуда с какими-то подарками и так же резко уезжает. А своих детей? Я бы завела ребенка. Но у меня есть собаки. Я вот тот человек, который считает, что мои собаки — это мои дети. Еще будет конь. Еще вот конь сейчас будет. И мне пока отлично, но да, в какой-то момент я бы хотела сделать детей, но это был бы очень точно спланированный шаг, когда я бы знала, что они могут получить то будущее, которое я бы для них хотела, когда они бы могли пойти в те образовательные учреждения, в которые я бы хотела, чтобы они пошли. То есть это 100% должно было быть что-то очень И вот как запланированное. ваше материнство, как бы оно коррелировало с тем, что вы прожили с нами? Ну, я бы не допустила тех же ошибок, которые допустили вы. То есть это бедность? Страдания. Я бы 100% заставляла бы своих детей ходить на все те курсы и занятия, на которые им бы не хотелось ходить. Потому что я знаю, что мама очень много куда меня водила, за что я очень благодарна, но я знаю, что когда я действительно что-то не хотела делать, она мне давала это не делать. А я бы прям заставляла это делать, чтобы вот к 18 лет ребенок говорил уже на 5 языках, потому что мне сейчас не хватает, например, еще 1-2 языках. Если бы меня мама заставляла, то я бы сейчас был бухгалтером в налоговой службе Первомайского района. Ну, видишь, это же уже институтский вопрос, а я говорю скорее про раннее детство. Потому что языки лучше всего ложатся в раннем возрасте. Вот вы мне говорили, что я уже слишком стара для многих видов спорта, лет в 12. И вот я бы не допустила этой ошибки. Я бы вкинула ребенка во все виды спорта до того момента, когда он был бы слишком стар. Ну, меня мама водила и на гимнастику, и на какой-то моделинг, теннис. и на языки, ну, как бы на английский. И я считаю, что да, надо ребенку пробовать разные вещи, просто чтобы потом было какое-то понимание, даже если он и бросит. Потом, по крайней мере, будет какие-то идеи или понимание, чем захочется дальше заниматься. Я бы сказала, что я бы на самом деле взяла от вас. Я взяла бы, то есть когда мы были детьми с Даной, нас родители так достаточно жестко муштровали в плане, если, не дай бог, вы будете друг на друга стучать, то второй вас прирежет. то получать будете вдвоем. И у нас это прям закрепилось, и мы никогда после этого там друг о друге как-то там плохо не говорим, в принципе, с какими-то там с семьей или там с другими людьми. То есть, если у нас есть какие-то проблемы, мы всегда их скорее решим между собой. Хоть там будет и скандал огромный, но все равно... Хоть все-таки кто-то кого-то и прирежет. Нет, меня Маша даже перед началом записи предупредила ее не перебивать, так что я изо всех сил держу слова в себе. Но вот эта же штука, вы же сталкиваетесь с теми, кто со своими сверстниками, у которых другие семьи устроены по-другому. Угу. Вы воспринимаете как вот с точки зрения достоинств, недостатков алгоритмы, которые вот вы в чужих семьях, вы видите, что что-то не так, как-то не так это работает? Ну, это очень интересно, потому что мне всегда очень нравилась концепция вот этой мамы, которая вся такая... Пошла по магазинам. Отличный день. И такого папы в костюме тройка, как я говорила. Но и когда я ходила в школу, на все эти родительские собрания в Англии, они чуть по-другому проходят. И приходили все вот эти мамы такие, все с надутыми губами, в красивых платьях, и такие старые-старые отцы. Я думала, вот так должна выглядеть семья. Думала я. С возрастом я поняла, что я благодарна тому, что наша семья гораздо более... вовлечена в нашу жизнь и не является такой вот, типа, ну вот ребенок, он растет, вот он ходит в бординг-школу, все отлично. Потому что потом вырастают люди, которые на самом деле достаточно одиноки сами по себе и которые точно так же не знают, как выстраивать свою семью. Ну мы же Машу вон изгнали из семьи в 26. Она сама изгналась. Может быть, она устала, сосед
жить со мной по соседству. Скажи, как тебе этот период сейчас, когда ты живешь отдельно? Успешно, хорошо. Как-то начинаешь понимать, как выстраивать отношения с другими людьми, если ты как бы в какой-то, живешь отдельно, чтобы там не выпадать в какую-то изоляцию, но и заниматься и собой, и общаться с друзьями, и с семьей поддерживать отношения, плюс там заниматься карьерой, какими-то обязательно там хобби, чтобы были. Я могу сказать точно, что позитивно влияет, если ты уезжаешь. Если ты уезжаешь, то позитивно влияет на отношения с другими членами семьи, потому что у вас есть какая-то дистанция здоровая, и нету никаких там напряжений, когда все там вместе постоянно, и вот это вот бесконечное напряжение, какие-то разборки. Вот у меня ощущение, что когда ты говоришь про это, я прям чувствовал, что тебе надо пожить одной, чтобы к тебе мог прийти домой парень, чтобы ты могла просто попытаться сама рулить бюджетом и так далее. И я вижу, как там твоя карьера идет и как это все меняется. Да? И это, по-моему, офигенно на пользу. А у Даной, например, у нас другая немножко история. У меня ощущение, что у нас внутри как бы этого не создает, вот этого не то что дискомфорта, как-то. То есть у меня ощущение, что она и так, видимо, потому что старшая в семье, получается, старше нас уже, то есть она глава семьи, да? Разный уровень какой-то характеров. Нужды в свободе, в каких-то... Разный просто опыт жизненный, то есть, я не знаю, разные характеры людей. Я на самом деле могла съехать уже достаточно давно, Да. И жить даже не просто в В одном 11. городе, в другой стране, но даже недавно я думала об этом и понимаю, что я этого не хочу, потому что, во-первых, 2 собаки, конь, не забывайте про коня, кто-то должен следить за этим, когда меня нету. А во-вторых, я поняла, что я очень люблю жить одна. Во-первых, я шарахаюсь от всего. То есть, если я одна дома, и тут какой-то звук, я понимаю, что все, скорее всего, это грабитель, значит, мне надо закрыться в комнате. Если у меня под кроватью какой-то нож, ножа нету, забыла положить, что делать. Отчасти это проблема, а с другой стороны, то есть я чувствую, что я всегда могу уехать в любой момент. Меня, в принципе, не держит, что вот я должна быть дома, сидеть дома, делать то-то и то-то. Все, давайте будем садиться за стол, потому что у нас уже почти готов наш кайзершмарн. Мы его перевернули, поэтому он у нас, с одной стороны, такой уже запеченный. И теперь нам нужно его просто разорвать. Неаккуратно разорвать. Разорвать так, чтобы были неаккуратные куски. Собственно, в этом и есть его смысл в его подаче. Он должен быть не организован. И должен потом перемешаться со вкусами. К нему подается либо яблочное, либо сливовое пюре или варенье. И плюс к нему подается мороженое, но не всегда. То есть многие любят с мороженым, кто-то нет. Помимо этого посыпается в обязательном порядке сахарной пудрой. Это кайзершмарн, на который меня сподобила Дана. Маш, ты впервые, если будешь, то загадывай желание, если будешь впервые пробовать. Это сам кайзершмарн, сверху посыпан сахарной пудрой, мороженое, яблочное пюре, и миндальная мята стружка. И стружка миндаля. Собственно говоря, пробуйте. Очень красиво. Сейчас попробуем.
Но я их штук 5 ела, так что у меня к тебе большие запросы. Достойно. Спасибо. Очень воздушно. Миндаль туда прям в тему. Я бы ты еще знаешь, предложила, знаешь, что сделать? Вот когда ты это все перескрэмблил, включить сковородку и чуть-чуть обжарить это скрэмбл на масле чуть-чуть пару Да, минут. может быть. И он Может такой быть. будет более хрустящим. Тогда внутреннее. У меня ощущение, что можно было бы потоньше его чуть-чуть делать. Поменьше Да, масла. я вообще не считаю, что... Дана всегда была мастером по десертам, так что ее экспертное мнение важно. Надо сказать, что десерт она готовит лучше, чем я. Вот смотрите, читаю бумажку. По белорусским законам родители обязаны. А вы мне скажете сейчас, что вы про это думаете. Воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении, осуществлять уход и надзор за детьми, обеспечивать защиту их прав и законных интересов. До До года года тюрьмы. тюрьмы можно получить, если их не содержать, если оставлять в безопасности до 2 лет, а если с умыслом и до 3. Что вы на этот счет думаете? Это бред сивой кобылы, ничего не думаю. Ну вот смотри, государство говорит, воспитывать детей ты обязан. А что означает воспитывать? Вот вопрос у меня, что значит воспитывать? Вас воспитывали? Нас воспитала школа жизни. Воспитывать, прививать какой-то здравый смысл. Вот для меня это вот лучшее А воспитание. что такое здравый смысл? Здравый смысл — это какая-то человеческая мудрость, скажем, мудрость на каком-то человеческом уровне понимания. То есть в каких-то ситуациях поступать так, как тебе подсказывает опыт, так, как тебе подсказывает здравый смысл, короче. Ну смотри, у меня в университете была философия. Тогда у меня к тебе такой вопрос. Можно ли привить мудрость ребенку? Разве мудрость — это не что-то, что появляется через жизненный опыт, лично проживший? Родитель может быть мудрым. Родитель может, но привьет ли он мудрость ребенку сам? Или вот лично я считаю, что человек должен сам прожить свои ошибки, чтобы чему-то научиться. Ну вот смотрите, у меня, например, в голове было всегда, что, как я по отношению к своим родителям себя ощущал, что родители просто демонстрируют какой-то алгоритм поведения, и этот алгоритм поведения ребенок принимает или не принимает. Потому что я сейчас очень часто наблюдаю за собой, что я веду себя, как вел мой папа в каких-то случаях. Но он мне никогда не говорил, что вот ты делай так, там, ты... Вот мой папа, там, он всегда был художественным руководителем того музыкального коллектива, да, который ему принадлежал. И он себя вел в определенном алгоритме с музыкантами. То есть он никогда не повышал на них голос, он спокойно общался, очень много шутил, бла-бла-бла и так далее. И я сейчас смотрю, что я с актером веду себя практически так же, как он. То есть у меня ничего не меняется. Но он мне не говорил, что ты, если будешь это, то ты веди себя так. Ну, слушай, дедушка, вот ты говоришь, а он был тот еще арбузер, потому что один раз, ну, у дедушки с бабушкой был дом в деревне, они были такие, типа, фермерского настроя люди, и я любила уходить прям на целый день, где-то тусоваться с какими-то деревенскими друзьями, с животными. Вот, и один раз я пришла... Белоснежка в студии. И один раз я пришла очень поздно, то есть это было 12, но мне было лет как бы 9, то есть это не очень нормально. Вот, и мне поджопника таки дали. Да-да-да-да. Это вопрос безопасности твоей, естественно, потому что для них это было... да, но ты слушай... Это, Не знаю, я до 16 лет ни разу не была на ночевке. Моя первая ночевка была в 16. Меня из дома не выпускали. Я была под 7 замками. Я не подозревала, что вообще можно куда-то уйти. Куда я могу уйти, если бабушка кричит «Дана, домой!» минут через 10 того, как я решила во дворе погулять. Поэтому я была совершенно не дворовый ребенок. У меня не было деревенских друзей. Я была вот этот человек, который типа, если что, телевизор — это ок. Поэтому с дедушкой мы смотрели снукер и теннис. Поэтому я знаю, кто такой Ронни О'Салливан, но никогда не играла в мяч в футболе во дворе. Я правильно поступал или неправильно я поступал? Ну ты очень специфический человек. Тебе уже привели столько примеров, ты все не можешь понять, как бы в ком проблема. В тебе. Ну, так вот про это Ну смотри, я считаю, что ситуация заставила меня достаточно быстро повзрослеть. Я считаю, что тебя в той же мере жизнь не заставила повзрослеть. Ты не умеешь делать очень много базовых вещей. Например, у тебя любые проблемы с технологиями. Ты технологически недоразвит. Я бы так это сказала.
ты не в состоянии починить бойлер, ты не в состоянии включить обогрев, ты не в состоянии перегрузить рутер. То есть ты думаешь, если ты его выключил и включил, то это уже вау. Обогрев тоже включать. Нет. Ну, и сколько у тебя ушло, чтобы этому научиться? Потому что не нужно это делать самой, нужно меня Слушай, обучить. ну Тебе телевизор повесили, ты не знаешь, как его включить и какие приложения туда поставить. Which is okay. Потому что твой пароль. Тоже правда. Мир немного поменялся с тех пор, и очень многому я могу уже тебя научить, Да. а очень многому ты меня можешь научить. Ну, вы из разных поколений, это имеет смысл. О, Глаз мудрости. философ Седокова. И мне кажется, на данном этапе дети, особенно новое поколение, то есть у нас тут 3 поколения, Маша все еще миллениал, ребята. Слушай, как твое поколение называют? Бумер, он Не, бэйби-бумер. какие бумеры? А кто ты? Ну, я после бумера, это Это ты. мои родители. Ну тогда ты Gen X. Да. Да нифига ты не Gen X, Нет, ты бумер. Ты бумер. Точно говорю, ты бумер. Ты бумер. Ты бумер. Черные бумеры. Бумеры — это люди, которые родились после Второй мировой А войны. ты когда родился? Ну, так ты До, тоже родилась по-твоему? после Второй. Этот спор не закончится никогда. Ну, я помню эту фигню, когда нам в детстве нужно было, чтобы почитать одну книгу, которая нравится вам, вы должны прочитать одну хорошую книгу. Как будто мы книги, которые нравятся нам, они автоматически не хорошие. Ну, при почему том, ты что- сейчас не перечитываешь «Сумерки»? Николай мне подарил первую книгу «Сумерки», прошу отметить. То есть я еще из того адского поколения, которое Потому считало что я это считал, что великой каждый должен литературой. переболеть всеми общественными болезнями. Но прикол в том, что даже тогда он немного облажался и купил сразу же вторую книгу. Кто у нас в семье более талантлив, а кто менее талантлив в вопросах быта? Я задаю этот вопрос опасный и понимаю, Мама что чуть более талантлива, чем ты. Ну, то есть ты прям правду и сказала, Саша. Ну, то есть, ну, это без Ну, то есть ты бы вопросов. могла же как-то подыграть, Ну, сказать, да ты молодец. Ты просто дива. Тебе нужна помощь. Слушай, не Давай забывай, смотреть правде в что... глаза. Просто не забывай, что недавно вешать телевизор тебе помогал мой бывший парень. Да, мы с ним даже мебель расставляли. Ну вот, видишь, Ну, какую подожди, проблему ты чувствуешь. это нормально, потому что он тоже болеет за Арсенал. Ну, Make sense. Ну, и я бы не удержал один такой большой телевизор. флексит, А как вот всегда. такой аспект. Что мы вам не дали из того, что мы должны были дать? Я уже Деньги говорила за про кадром. коня, да? Деньги за кадром, конь тоже. Бабло, Кэш? кэш, золотые слитки. Этого я не увидела. Что вы... Вот, ну, опять же таки, мне не хватило языков. Говяжьего, свиного. Да, ты еще молода, ты выучишь язык. Так я вот сейчас учу арабский. Что это мы делали нюансная неправильно? разница. Ну что-то же мы вам не додали, то есть Да я все сейчас вы думаю... делали неправильно, такая чисто резко. Вы делали почему всё вы- Нет, вы делали все правильно и неправильно одновременно. Да, ну то есть сама ситуация, что мне условно 9-10 лет пришлось уехать из Беларуси в каких-то невероятно страшных условиях посреди ночи, в новогоднюю ночь. И в моем детстве было полно какого-то ОМОНа, полно каких-то дубинок, убийств с тюрьмы. Это не окей. То есть мой психолог считает, что это травма, которую мне лень прорабатывать. Я не считаю это травмой, я считаю это современным бытом, потому что вот совершенно недавно познакомилась с косметологом из Минска, и она рассказывала про свою дочь, и ее дочке где-то 12 лет, и они все еще ездят в Минск и в Дубай, и она говорит, что после 2020 года ее дочка боится очень милиции вообще в любой стране, и как только она видит милицию, она просит маму перейти улицу. И я поняла, насколько это страшно, что то есть ребенок, условно, на целое поколение, на 10 лет младше, она боится того же самого, чего и боялась я в ее возрасте. То есть после 2010 года мне страшно, когда звонят в дверь, потому что я помню отлично тот момент после выборов в 2010 году, когда я посмотрела в этот... глазок в двери, а там просто 4 мужчины полностью в черном, непонятно с чем, с дубинками, с пистолетами, с чем угодно, готовы выламывать дверь. И теперь, когда звонит дверь, у меня всегда внутреннее состояние, что что-то плохое может Тогда случиться. ты спасла меня, да. В общем, белорусский опыт очень отличается от общего опыта, потому что это не история, что типа мой батя кого-то убил, он в тюрьме YOLO.
И это не история каких-то финансовых махинаций, это не история, я не знаю, каких-то налоговых вопросов. В Беларуси это всегда вопрос в том, что когда у тебя кто-то в тюрьме, ты не знаешь, выживет ли он и убьют ли его. И не потому, что это он что-то делал, и ты можешь для себя обосновать, почему он в тюрьме. Это потому, что какие-то внешние факторы решили забрать у тебя этого человека. И это уже не вопрос родителей, и могут они предоставить безопасность или нет, а это вопрос государства, которое отнимает у родителей возможность предоставить детям то безопасное, законопослушное будущее, которое они заслужили. Вот тут я хочу зрителям сказать. Очень интересно было бы услышать от вас, как вы считаете, чего вам не додали ваши родители. Потому что это, может быть, прочитав это, я пойму, что где были там мои ошибки в воспитании. Вы благодарны за что нам? Ну, бабла так никто и не разжаловал нам, поэтому я не знаю, зачем там... Нет, ну посмотрим, когда идет до наследства, конечно. Я обещаю вам, что я свои долги вам точно распишу. Спасибо. Это то, что мы хотели услышать в конце передачи. Нет, ну я благодарна за то, что я всегда чувствовала себя любимой. Я благодарна за какое-то, наверное, вот именно своим примером показать, что надо быть смелым, надо идти там за какими-то своими мечтами, достигать чего ты хочешь. Никогда не было какого-то осуждения там, типа, когда у тебя будут дети, там, или... Он только начал с этого. Да, но осуждения в этом плане не было, или там с кем ты встречаешься. Это я осуждала. Это всегда было такие темы, которые вот ты сама что хочешь, там и то и делай в том плане. Вот, так что благодарна за какую-то там свободу, но тем не менее, когда тебе показывают пример, как надо делать. Да, нужно что-то, чтобы не было такой сахарной картинки такой идеальной семьи. Ой, я могу сейчас все испортить. Я могу сказать, что... А за что тебе было стыдно за меня? Это я тоже скажу. Но для начала я хочу сказать, что отчасти у нас есть все эти причины быть благодарными, особенно у меня, из-за бабушки с дедушкой, потому что кроме того, что у меня была ваша поддержка, у меня всегда была поддержка бабушки с дедушкой. И то есть бабушка, она все еще со мной живет, и чтобы вы понимали, я не стираю свою одежду. Я умею стирать, многие не умеют, я умею все стирать, но бабушка и стирает, и готовит, что для меня... А бабушке уже 80, 6. чтобы не соврать... 6. 2. О чем ты? Мы должны возраст чуть понижать. Бабушке начало 80. И бабушка вообще в великолепном состоянии души и тела. Бабушка в начале ковида перенесла рак. Слава богу, все быстро очень нашли, врачи были очень хорошие, но... Я до сих пор очень от нее завишу из-за того, сколько она для меня делает, и сколько она делает для вас, и сколько на самом деле она позволяет вам быть хорошими родителями. И меня из-за того, чем вы занимаетесь и как вас много не было в детстве, меня большой частью вырастила бабушка. И вот это все «Дана, иди домой!» Или когда все еще в мои старческий возраст начальных 20, я все еще, когда куда-то иду, и если она дома, мне кричат, что я плохо оделась, потому что недостаточно какой-то шапки или шарфа, что поела ли я. Мне постоянно говорят, какая я худая, что очень приятно. Постоянно ты такой думаешь, блин, я набрала веса, но нет, пройдет бабушка и скажет, господи, да, бабушка! В общем, Привет тебе! Бабушки, а дедушка у меня вообще, на самом деле, дедушка ушел из жизни вот 2 года назад, но дедушка оплатил все почти мое образование. Училась я и в частных школах, и училась я в университете, не на, как это называется, бюджетном. Все у меня благодаря дедушке было оплачено, и дедушка невероятно меня верил, и дедушка — это одна из единственных причин, почему я все еще могу размовлять по-белорусски. Але я этого не роблю, але я могу. Ну да. Так что из-за этого я тоже вам благодарна за то, что у вас такие классные родители были и есть.
А стыдно мне за то, как ты себя иногда ведешь на социальных мероприятиях. Ты иногда такой нелепый, что я на это смотрю и думаю, господи, боже ж ты мой, что это за мужчина-то такой? И английский тебе надо подтянуть. Я, в принципе, уже у меня нету такого чувства стыда, потому что с чувством стыда, в принципе, я не рекомендую жить. И особенно за чувство стыда за свою семью или друзей. Терапия. Поэтому мне не стыдно на данный момент. Может быть, там в прошлом действительно там может какое-то там упрямство кошмарное и бесконечные споры. Вот это было. И это было, иногда чисто, зачем? Да, возможно, нам подходит слово не стыдно, а неловко. Нам за тебя было неловко, нам не было стыдно. Что-то мы вам еще должны, потому что... Я про лошадь уже говорила, не, да? с лошадью мы разобрались, да. Наследство, мы ждем. Наследство. Хоть какое-то, блин. Да, в смысле, как можно быстрее? Или нет? Нет, не как можно быстрее, take your time. Там... Нет, ты нам должен, ты нам конкретно должен. Ты должен нам за все переживания. И должен ты не только нам, но и маме ты должен. Потому что в тебя все очень верят, и тебя все очень любят. И я считаю, что ты больше должен стараться себе же доказать, что ты всего этого достоин. Потому что у тебя иногда какие-то вопросы к себе, которые непонятно откуда идут, но на самом деле ты окружен людьми, которые тебя любят, которые в тебя верят. И я могу добавить еще кое-что. Не перебивай, говорит. Говорит, не перебивай меня, пожалуйста. Должны вообще, не только ты, должна семья выражать свои эмоции правильно, потому что у нас семья такая достаточно... не то, что безэмоциональная, но люди не любят публично как-то показывать свои эмоции, потому что всегда надо какой-то, быть презентабельно, выглядеть и себя вести. Поэтому эмоции — это очень важно на самом деле. Поняла? Нас будете содержать вообще, нет? Содержать? Отказано. Не ржать над нами, нужно направить над нами. Нет, у меня, похоже, выбора-то нету. Я это уже давно осознала. А ты? А я готова Буду ее помогать. содержать. Будем помогать. Будем, мы в процессе, создания какого-то мира для себя, поэтому. Сразу предупреждаю, стакан воды, вот это мне не надо. Тушеную рыбу? Тебе нужен 25-летний Макаллан односолодовый. Нет, я с виски завязал. Можно хорошее вино какое-нибудь? То есть как минимум один бокальчик за ужин, не два, не три. Да, конечно, чтобы 97, как и уже. То есть ты планируешь, да, уже. И ты, главное, чтобы в 90 не падала с коня, как наша королева-мать. Ну что, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, ребята, спасибо. давайте. Давай, вперед. Великолепно. Очевидно, отрепетированный Надеюсь, момент. Кайзер Шмарт. Он был очень неплохой, как видишь. Я доем за нее, не волнуйтесь. Она просто не ест в кадре. Ого! Я не знаю, это ужасно. Я сказала, ты в особняк, я заставлю. Прости, Коля, я заставляю тебя тоже это все делать постоянно. Ты, очевидно, аутфит подготовила. Да, я готовилась Вот быть с моментом о том, когда стыдно. Вот за это стыдно. Мой аутфит. Да.